Добрый день всем. На сегодняшний день борьба с киберпреступностью является одной из важных задач, стоящих перед правоохранительными органами. Большинство преступлений переходят сейчас в цифровую сферу. Для реализации их целей преступники все чаще используют весь потенциал интернет-ресурса. Социальные сети, такие как Instagram, Facebook, ВКонтакте, а также Telegram, а также способствуют цифровизации различные электронные платежные системы и криптовалюты, такие как Binance, Bybit, CryptoCoin и прочее. В определенной мере этому способствует цифровизация общественных отношений. Получается, цифровизация в этом отношении, особенно развитие онлайн-услуг. На этом фоне проявляется активность криминальных элементов. Жертвами преступников становятся как отдельные граждане, также и юридические фирмы, банковская система, бухгалтерские документы, сервисы для проведения платежей и других операций. На данный момент в ходе совместных профилактических мероприятий с Управлением криминальной полиции, местными полицейскими силами проведено обходы по двум градостроительным организациям в Павлодарской области, такие как АО «Алюминиевый завод» и АО «ПНХЗ», где более 10 тысяч работникам были разъяснены способы интернет-мошенничества, а также противодействия им и что такое кибергигиена. На данный момент также планируется привлечение молодежи для профилактики интернет-мошенничеств, планируется заключение меморандума с Центром развития молодежных инициатив, а также проводятся совместные отработки по снятию и реализации видеопроектов с молодежной партией Жастар-Руха при поддержке партии Аманат. Так, в городах и районных центрах у нас устанавливаются тематические билборды. В автобусах, трамваях размещены материалы с профилактикой, а также воспроизводятся аудио и видео записи. На данный момент по указанию Министерства внутренних дел был создан отдельный департамент по противодействию киберпреступности. На территориальных уровнях в областях создано управление по противодействию киберпреступности. На данный момент штат управления киберпреступности составляет 7 человек. Также помимо этого с Национальным банком и совместно с МВД заключен меморандум о создании платформы антифрауд-системы, которая помогает оперативному взаимодействию сотрудников МВД с банками второго уровня, благодаря которому удалось на данный момент заблокировать около 52 банковских счетов на общую сумму 30 миллионов тенге. Также хотим сообщить вам о том, что активизирована работа по выявлению и пресечению в сети интернет противоправного контента, в том числе интернет-мошенничеств, финансовых пирамид и онлайн-казино. На данный момент благодаря системе Кибернадзор удалось заблокировать 247 ссылок противоправного контента. Также хочу сообщить, что на территории Республики Казахстан проходится операция по выявлению и устранению сим-бокс-шлюзов, которые способствуют, получается, за счет сим-карт казахстанских в этих шлюзы вставляются, и после чего они используются для IP-телефонии. Благодаря этому мошенники, находясь за рубежом, звонят нам с обычной сотовой связи казахстанских телеоператоров. На данный момент в Павлодарской области удалось выявить 2 факта использования сим-бокс-шлюзов. Так, 15 января, получается, семейная пара была установлена, у которых изъяли 5 сим-бокс-шлюзов и около 500 сим-карт. И буквально на прошлой неделе нам удалось установить одно сим-бокс-устройство на 128 слотов сим-карт, у которого было обнаружено также в квартире 1500 сим-карт. Также Департамент полиции Павлодарской области советует вам при покупке на онлайн-площадках, таких как OLX, Крыша, KZ Market, KZ, удостовериться, действительно ли это тот продавец или нет. Попросите своих знакомых, друзей, родственников, чтобы они проехали к ним, если они находятся в другом городе. В случае же, если вам скидывают какой-либо сайт, проверьте, пожалуйста, URL ссылку. Возможно, это фишинговый сайт, где пытаются похитить ваши банковские данные. Пока на этом все. Если у вас вопросы есть. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, вопросы, Стас. Да, вот вы сказали, что 7 человек всего работает в киберпреступности в отделе. В управлении, да, 7 человек по области получается. Также помимо этого у нас в Следственном управлении Департаменте полиции открылся отдел по расследованию преступлений следственным путем, там штат составляет 5 человек. И в управлении города
Павлодара по улице Турыгырова, 70/1, также находится отдел Киберпол, где занимается раскрытием по городу Павлодар около 8 человек. В общем, человек 15. В общем, 20 человек, да, а Опервок составляет 7 человек. Так, еще вопрос. Можете назвать топ-3 самых популярных видов мошенничества, на которые больше всего попадаются павлодарцы? Больше всего попадается павлодарцы на, большей части это звонки. Получается, звонят, когда представляются уже сотрудниками Национального банка, Комитета национальной безопасности, а также сотрудниками Горводоканала и Казпочты. Потом на втором месте у нас получается онлайн-платформа, где люди через Инстаграм, Телеграм пытаются найти какие-либо товары, продать, получается, либо же купить. Они попадаются на ловки мошенников путем того, что им скидывают фишинговые ссылки. Это может, могу сказать, что приедет доставка с Казпочты, либо же с ДЭКа. Вы банковские данные заполняете, и за счет чего у вас уже проходит онлайн-транзакция. И третий случай, это когда вам приходит письмо счастья, так называемое, на вашу почту, либо же СМС, где сообщают о том, что у вас, оказывается, есть в Европе дальний родственник, который болеет и который оставил для вас наследство. Чтобы это наследство получить, нужно оплатить какой-то налоговый сбор. Так, в этом году были новые виды мошенничества. Например, в прошлом году также полицейские говорили, что возможны атаки с помощью искусственного интеллекта. Такие случаи встречаются у нас? На данный момент по использованию искусственного интеллекта пока не замечены были подмены голоса, а также подмена голоса не было замечено, но иногда сотрудники звонят и представляется по видеозвонку, что они сотрудники КМБ, либо же правоохранительных органов, они искусственно подделывают свои лица. Получается, был такой один момент, что к нам обратилась жительница города, сказала, что вот мне сотрудники КМБ звонят, вот у меня видео, скрины, все есть. Когда мы начали проверять по базе данных по лицу, то установилось, что в открытом доступе мы нашли, путем интернета, мы нашли двойника Джеки Чана. Получается, сотрудник КМБ был Джеки Чаном. Там было немного просто изменено. А так при поиске сразу выдавал нам Джеки Чана. И также хотел бы отметить, что по телефону не стоит произносить такие «да-да» или «я-я» на казахском. Недавно, буквально неделю назад, был пресс-релиз от департамента полиции, что начнут проверять на мошенничество сотрудников банка. Начали проверять? Не начали? Получается, в прошлом году, в августе месяце, был внесен закон, который обязует банки проводить видеобиометрию. На данный момент по Павлодарской области в ходе расследования уголовных дел были выделены 3 факта, когда банками не проводилась биометрия лица. Теперь возбуждены отдельные статьи по 250 статье, расследует данное дело. На сотрудников банка? Да, на сотрудника банка. А какого банка не можешь сказать? Это получается 2 микрофинансовые организации и 1 банк, это, не могу точно назвать там банк. Это Freedom Bank, кажется, был в памяти моей. И последний вопрос. Об ущерб, который понесли мошенники, подсчитывали за прошлый год? За прошлый год мошенникам нанесен ущерб по территории области около 800 миллионов. 500 миллионов? Да. Спасибо. Сам. Статистика айтыласың, жалпы бір ай аяқталды, бір айдың ішінде Павлодар облысының тұрғындары қанша адам осы алаяқтыққа алданып қалды. Екінші сұрақ жаңа символдар бойынша, яғни олар Павлодар облысында табылса, алаяқтар, мошенниктер, яғни очаги, получается, были у нас, да, в Павлодарской области. По первому вопросу, смотрите, получается, на территории Павлодарской области наблюдается рост за январь месяц с прошлым годом и этим годом. Если в прошлом году было зарегистрировано 111 преступлений, то на сегодняшний день за январь месяц было зарегистрировано 126. В общем, рост составил 15 фактов интернет-мошенничества. И по Симбоксу, получается, по первому факту это был житель города Павлодар, а по второму факту при задержании это был гражданин Российской Федерации. А сами очаги, получается, они... Давайте я вам объясню. Объясните, Да, что это саму такое, суть. понять. Сам Симбокс, он выглядит как Wi-Fi роутер. Он также подключен к интернету, но за исключением он работает на IP-телефонии. Получается, вы вставляете слоты сим-карты, которые активируются автоматически. После этого мошенники сидят в России, либо Молдове, грубо говоря. У них устройство IP-телефонии.
к ним на компьютер приходит номер телефона, который подключен к IP-телефонии. Они просто набирают номер телефона по слитым базам, которые у них не имеются, и производят холодные звонки. Получается, по базовым данным проходит утечка информации. Это, вот, допустим, вы заказываете еду через Glovo, Volt, правильно же пользуетесь такими приложениями? Либо же в Инстаграме к этому которые-то. Но в основном это больше Яндекс.Го, Glovo, Volt. Проходят утечки информации. Хакеры отрабатывают, которые взламывают и получают слив базы данных. Потом банковская система, сотрудники, которые внедряются туда, мошеннические, они пытаются слить информацию путем скачивания доступа. И также, когда вы заполняете какие-либо поля, когда в интернете, допустим, на сайт перешли, там лекарства дешевые какие-то хотели купить, вы заказали эти лекарства, но вы оставили свои данные, из-за этого утечка проходит, видите? На прошлой неделе было обнаружено целых 2 случая таких. Я правильно понимаю? В каких случаях? Со слотами, сим-картами. На прошлой неделе один факт был установлен, да. Кто это был? Гражданин России. Да, он был у нас. Он у нас, да, он к нам приехал, получается, он искал заработок в интернете. В России он нашел заработок в Телеграме. Ему сообщили, что необходимо приехать в Казахстан. Условно говоря, он изначально приехал в город Алмату. Путем с Москвы в Алмату он приехал на самолете. После чего отработал в Алмате, и ему сказали ехать в другой город. И он уже приехал к нам в город Павлодар. Еще раз, можно, сколько у него было всего? Получается, симбокс устройство одно было обнаружено на 128 слотов. И наличие у него имелось около 1200 сим-карт казахстанского. Олег. Подскажите, пожалуйста, продолжение темы с Джеки Чаном. Он вообще что хотел? Чем добивался? Получается, первоначальный звонок, как поступил, сказали, что вам пришла на почту посылка. Продиктуйте, пожалуйста, смс-код для удостоверения, что это действительно вы заказывали. Пришло смс 1414. Он продиктовал смс, дал доступ в его базу данных. После этого, через буквально час-два, ему позвонили уже сотрудники Комитета национальной безопасности. Мы сказали, мы сотрудники Комитета национальной безопасности, у нас проходит рейд по выявлению мошенников, вы попались на уловки мошенников, на нас сейчас оформляют кредит. Если вы не верите, давайте включим видеозвонок. Получается, жительница включила, потерпевшая наша, видеозвонок. Он сидит в форме, лицо у него, да, у него схожесть есть лица с Джеки Чаном. И после этого, получается, он начал с ней разговаривать уже, но она не видела, что у него там лицо может трястись, как бы искусственный интеллект, он использовал deepfake. Она не замечала этого и начала с ним рассказывать, он в ей вошел в доверие. После этого он сказал, что защитить себя необходимо оформить кредит, чтобы предотвратить тот, и перенести деньги на безопасный счет, который они дадут. После чего она оформила кредит на 3 миллиона тенге максимальный, который одобрили, и перевела на счета мошенникам уже. Не получилось вернуть? Данные средства были заблокированы, но, получается, все средства были выведены в криптовалюту, в Binance. Сейчас, получается, идет поиск данной криптовалюты. А по тем дроперам, которые были установлены, потерпевшая сейчас подает гражданский иск порядка 953 ГК РК о незаконном обогащении. А вообще бывают такие случаи, когда можно было средства вернуть с возвращением средств? Да, были такие факты. Мы, получается, за счет антифрода также блокировали банковские счета, когда нам сразу мошенники, не мошенники, потерпевшие, когда обращались к нам, говорили, вот 15 минут назад перевели деньги. Получается, мы данные берем, откуда и куда были эти деньги переведены. После чего забиваем в данной платформе, и банки автоматически блокируют все передвижения по данным денежным средствам. Так могу сказать, что удалось вернуть порядка 20-30 миллионов тенге. Называли страны от России, Молдова, вообще из каких стран чаще всего подошло? Получается, там, как мы устанавливаем, мы проводим оперативные розыскные мероприятия по установке IP-адреса, потому что в основном часто по WhatsApp уже звонят. За счет этого оставляют цифровой след свой. После этого мы либо, получается, вытаскиваем их IP-адрес, либо же закидываем ссылки-ловушки. Когда они в WhatsApp до сих пор активны, разговаривают с нами,
После этого, как они переходят по ссылке ловушки, они уже определяются. Но большинство людей, получается, мошенников, сидят на VPN. Из-за этого, получается, у нас показывает Нидерланды, потом Украину показывает, Таиланд, Турцию. А когда мы действительно находим мошенников и устанавливаем, откуда снятие денежных средств было путем выяснения, анализа банковских счетов всех, происходит снятие в Белоруссии, также в Польше, Молдове, России. Так, ну, в большинстве стран СНГ происходит снятие и в европейских странах. Уже банкоматом, получается, мошенники сами с банкомата за счет удаленного доступа, который они имеют в банковской карте, они уже через банкомат путем NFC бесконтактного доступа снимают денежные средства. Еще вот такой вот вопрос. Я услышал прошлый год, потому что в Британии как бы автоматический автоответчик вводили. Голос бабушки автоматически включался, когда звонили мошенники, и он забалтывал мошенников. Такое в Казахстане что-то планируется? По голосу бабушек имеете в виду? Ну, не только голос, а вообще даже такие технологии. Получается, я могу, смотрите, сообщить вам, что за рубежа по территории Казахстана звонки не проходят, если они активацию имели 2-3 дня назад. Потому что благодаря заключенному меморандуму с сотрудниками сотовыми операторами у нас и имеется система антифрог, которая блокирует автоматически номера с роуминга. А то, что, допустим, в интернет-звонки, которые проходят в WhatsApp, Telegram, на них автоответчика, к сожалению, мы не сможем поставить. Спасибо. Каков процент раскрываемости преступлений по мошенничеству сейчас? Сейчас, на сегодняшний день, получается, статистика, как показывает, около 20% интернет-мошенничеств мы раскрываем. За прошлый год. За прошлый год было зарегистрировано 18%. С каждым годом рост есть. С каждым годом, да, рост, конечно, есть рост получается. Мы получаем более новые технологии, как бы мошенники все так же используют старые методы, они иногда не усовершенствуются. За исключением, вот мы ждем, когда уже пойдет атака искусственного интеллекта, уже пытаемся как-то выработать этот момент, чтобы опередить их. И потом мы проводим профилактические мероприятия ежедневно, еженедельно, выставляем посты, статусы в Инстаграме, в WhatsApp, публикации. Также выходим в эфиры, Халык радио, допустим, мы выходим в эфиры. Также на телеканалах ЕРТС выходим в эфирах, где сообщаем, что есть такие случаи мошенничества, как с ними бороться, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в интернете. И повышаем финансовую грамотность населения. И еще один вопрос. Сотрудники полиции по видеозвонкам в WhatsApp гражданам же не звонят? По видеозвонкам сотрудники полиции не звонят. В случае, если у нас есть какая-либо необходимость, мы попросим вас прийти в отдел полиции же, либо же к вашему участковому, либо же, если крайняя случай необходимости, то мы сами приезжаем на адрес. Спасибо. Пожалуйста. Вы сказали, вы удалось вернуть более 20-30 миллионов, это за какой период? Это за прошлый год. За прошлый год? Да. А есть какие-то новые способы мошенничества, что выявлены за недавнее время? Получается, одним из новых видов мошенничества я могу сообщить то, что все слышали, наверное, про запрет онлайн-кредита, правильно же? Вы можете выставить себе запрет на полгода. Но как мошенники используют? После того, как они получили доступ к вашему ЕГОВу, они находят, получается, онлайн-запрет на кредит, ставят на разблокировку вас, вам звонят уже повторно и сообщают, что у нас не прошла, допустим, активация СМС-кода или еще что-либо, и просят вас снова продиктовать четырехзначный код, который приходит с 1414. После того, как вы им диктуете, то вы разблокируете уже доступ к ним, к онлайн-кредитованию. Вот один из новых видов мошенничества.